Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны, учрежденной Международной организацией гражданской обороны. Организация «Гражданская оборона» — это немаловажная составляющая государства. Эффективная работа напрямую зависит от усилий руководителей системы гражданской обороны, глав администраций, городов и районов, руководителей предприятий, а также специалистов. С каждым годом шире становится круг вопросов, сложнее задачи, которые приходится решать для обеспечения безопасности граждан. Сегодня гость нашей студии Александр Никифоров, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Якутии, начальник управления гражданской обороны. Александр Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, с прошедшим вас праздником. Расскажите о становлении системы гражданской обороны в России. Становление гражданской обороны в России можно выделить на 3 этапа. Это первый этап становления 1932 год, когда было принято положение о местной противовоздушной обороне Советского Союза. Это было обусловлено с развитием авиации, именно его применением при военных конфликтах. Были созданы местные противовоздушные обороны, которые были предназначены для тушения бомб, для оказания помощи пострадавшему населению, раненым и тушения пожаров. Вторым этапом, это послевоенные годы, вплоть до 1985 года, это поиски новых методов защиты населения от оружия массового поражения, оружия того времени. Основной задачей была это подготовка населения нашей большой страны именно по действиям, по защите при применении возможного оружия массового поражения. И третьим этапом можно выделить это после 80-х годов, когда у нас занавес закрылся, холодный период прошел, это возникновение крупных чрезвычайных ситуаций, которые возникали в нашей стране. Это, можно сказать, Чернобыльская катастрофа, это землетрясение в Армении, в Сахалине, это наводнение, например, в Республике Саха-Якутия 2001 года в городе Ленске. Соответственно, гражданская оборона взяла задачу именно оказания помощи населению, сохранения материальных и культурных ценностей не только при военных конфликтах, но и при возникновении крупных чрезвычайных ситуаций, методы проведения аварийно-восстановительных работ и так далее. Что из себя представляет гражданская оборона сегодня? Гражданская оборона на сегодня — это система мероприятий, которая предназначена для защиты населения, материально-культурных ценностей на территории всей нашей страны. Опять-таки, как я уже сказал, при возникновении военных конфликтов или при возникновении крупных чрезвычайных ситуаций. Можно выделить несколько этапов, не этапа, а функций. Это, во-первых, социальная функция, это защита населения от чрезвычайных ситуаций, оказание им первой необходимой помощи. Второй функцией можно назвать это экономическая. Это сохранение, опять-таки, материальных, культурных ценностей, сохранение объектов экономики, которые необходимы для жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Если данные объекты пострадали, то своевременное проведение аварийно-восстановительных работ в данных объектах. И следующим это, конечно же, оборонная функция. Эта оборонная функция, опять-таки, связана с организациями предприятиями, которые будут функционировать в особый период для, опять-таки, жизнеобеспечения нашего населения, для дальнейшего функционирования экономики. Соответственно, это ряд мероприятий, которые необходимо провести в данных организациях по гражданской обороне. Вы рассказали о основных функциях гражданской обороны, а вообще какие существуют системы оповещения, и сигналы в гражданской обороне у нас в стране? Система оповещения на сегодняшний день в Российской Федерации представлена региональной системой оповещения, муниципальной системой оповещения и объектовой системой оповещения, которые предназначены для доведения той или иной информации при возникновении чрезвычайной ситуации. Также у нас представлена комплексная система экстренного оповещения. Это именно оповещение, предназначенное в зонах риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Например, у нас в Республике Саха-Якутия данная система предназначена более 250 системами оповещения. Это основные риски у нас наводнения,
и лесные пожары. Данные системы оповещения у нас проверяются ежеквартально. Наше население ежеквартально слышит сирены. Мы проверяем работоспособность данной системы оповещения. Но то, что касается по гражданской обороне, тут немножко тоже, наверное, надо остановиться в истории. Вплоть до 80-х годов у нас существовал сигнал «воздушная тревога», опять-таки, которая была предназначена для защиты населения от авиаударов, от оружия массового поражения. Но в 80-е годы при возникновении, как я уже сказал, крупных чрезвычайных ситуаций, да, связанных то с Чернобылем, то с землетрясениями, то с наводнениями, то с лесными пожарами, назрел вопрос кардинально поменять данный сигнал гражданской обороны. Надо было довести до граждан их действия при возникновении тех или иных чрезвычайных ситуаций. И на сегодняшний день у нас существует один единственный сигнал «Внимание всем». Внимание всем. Данный сигнал у нас транслируется по телевидению, по радио, по рупорам, по электросиренам. После данных слов для граждан доводится информация, какой чрезвычайной ситуации именно возникла. Например, это связано с рисками наводнения, это связано с переходом пожаров на населенные пункты, либо это угроза, опять-таки, воздушная, или радиационно-химическая. И, соответственно, граждане, когда услышат данный сигнал, они уже в курсе, какие действия им нужно предпринять. То есть для каждого происшествия есть отдельный сигнал? Да, для каждого происшествия имеется отдельный сигнал. А вот каким образом организована защита населения в современных условиях? На сегодняшний день для защиты населения уделяется очень много времени и нормативно-правовых документов. Во-первых, это у нас планирование мероприятий по гражданской обороне населения. Планирование происходит, начиная от субъектового уровня до объектового уровня. В плане указываются все основные угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, какими силами и средствами мы должны предпринять какие-то меры по ликвидации их. Да? Следующее – это готовность сил и средств для выполнения мероприятий гражданской обороны и возникновения чрезвычайных ситуаций. Ближайшей тренировкой, которая может посмотреть готовность сил и средств, это у нас в соответствии с указом президента Российской Федерации по всей Российской Федерации в Арктическом регионе будут проводиться учения «Безопасная Арктика-2023». В каждом субъекте, который в Арктическом регионе находится, будут проработаны методы ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. При этом не просто методы, да, а новейшие технологии будут задействованы и апробация этих технологий. У нас в Республике Саха-Якутия мы будем это все проводить в Верхоянском районе. И следующая готовность сил и средств, опять-таки по чрезвычайной ситуации, можно сказать, это предстоящая готовность к противопаводковым мероприятиям. Мы в марте месяце выходим ежегодно в муниципальное образование для проведения данных учений и будем уже по результатам данных учений проводить какие-то выводы о готовности сил и средств по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Следующее – это у нас поиски новых методов и технологий для защиты населения и чрезвычайных ситуаций. Таким методом у нас в Республике Саха-Якутия тоже есть. Да? Это мы с 2000 года совместный проект МЧС России и Роскосмоса функционирует мобильный приемо-передающий комплекс, который позволяет оперативно получать информацию по прохождению паводка и, опять-таки, по прохождению лесопожарного периода. Ну вот к такой крупной структуре обязательно необходимо, да, наверное, количество большое работников, сотрудников. Вот какие существуют учебные заведения МЧС России для подготовки специалистов по гражданской обороне и защите населения? На сегодняшний день география обширна по Российской Федерации. Это, можно сказать, самые такие крупные учебные заведения. Это в городе Москве. Это Академия гражданской защиты МЧС России, Академия государственной противопожарной службы МЧС России. Это в городе Санкт-Петербурге. Это Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России, который филиал имеет у нас в городе Владивостоке по Дальневосточному федеральному округу. Это Ивановский институт государственной противопожарной службы МЧС России. И это у нас
Воронежский институт государственной противопожарной службы МЧС России. Мгм. Ну, действительно, география широкая, а вот как поступить в такие профильные учебные заведения, кого и на каких основаниях туда принимают? Данные учебные заведения готовят специалистов по пожарной безопасности, по техносферной безопасности, юриспруденция и, соответственно, специалисты по гражданской обороне и защите населения. Здесь в вступительных экзаменах обязательно сдают физическую подготовку, потому что все должны быть физически готовы, да, и такие профильные предметы математика и физика. Математика и физика. Наше Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия формирует документацию для наших студентов, будущих студентов, для поступления в филиал Санкт-Петербургского института, который находится в городе Владивостоке. Мгм. Да. А Мы как- ежегодно направляем по квоте документы для рассмотрения и поступления. А как попасть вот в такую квоту? Ну, получается, мы с начала мая месяца начинаем формировать личные дела абитуриентов. Это, во-первых, необходимо будет пройти медкомиссию. После прохождения медкомиссии необходимые документы сдаются в управление кадров Главного управления. Все личные дела формируются и направляются Мгм. в Владивосток. А вот как и кем ведется подготовка должностных лиц и населения по вопросам гражданской обороны и защиты населения? Должностные лица, которые занимаются вопросами гражданской обороны и защиты населения, у нас руководящий состав проходит подготовку в учебных заведениях МЧС России. Это в основном Академия гражданской защиты МЧС России, город Химки. Да? Далее у нас идут курсовые обучения, это в организациях, предприятиях работающее население. И неработающее население у нас проходит подготовку учебно-консультационных пунктов органов местного самоуправления, которые функционируют на сегодняшний день по всей республике. Ну и в завершении нашей беседы, пользуясь случаем, чтобы вы пожелали своим коллегам в праздник Всемирный день гражданской обороны. Ну, прежде всего, я хочу пожелать, чтобы мы трудились во благо населения, чтобы мы использовали в своей работе новейшие технологии и методы спасения и защиты населения. Ну и здоровье самое главное. Но мы, в свою очередь, хотим пожелать вам тоже, конечно же, крепкого здоровья, но и успехов в таком непростом деле, защите всех нас от чрезвычайных ситуаций. Александр Дмитриевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Будем рады снова видеть вас в нашей студии. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.